Дважды в год, весной и осенью, руководство города и района обращается к предприятиям и организациям, а также ко всем жителям навести порядок в общественных местах и придомовых территориях. Этой весной традиционный санитарно-экологический двухмесячник завершился 31 мая. О его итогах рассказал Рамиль Герфанов. Предприятия и учреждения города ответственно подошли к уборке согласно карте закрепленных территорий. Всего за период двухмесячника вышло более 130 тысяч человек, задействовано 159 единиц техники, вывезено более 800 километров мусора. В первую очередь были очищены центральные улицы, далее движение пошло на периферии в Удване. Совместно с отлучшими организациями вышли неравнодушные жители города. По результатам проводимого департаментом ЖКХ мониторинга среди участников есть лидеры, такие как Зеленодольский завод имени Горького, активно убирающие закрепленные территории, управление образованием, ЗКХБ. Очень активно работает образовательное учреждение, что особенно важно в воспитании подрастающего поколения в духе сознательного отношения к окружающей среде. Предмет нашего особого внимания также состояние уборки кладбищ. В рамках санитарной очистки на территории городского Горинского кладбища были организованы субботники и средники с привлечением наших организаций. Вывезено более 100 кубометров мусора. В рамках проведения Дня посадки леса и аллеи героев было высажено более 600 деревьев и более 300 кустарников. Благодарю все организации, принявшие участие в мероприятиях, но не стоит останавливаться на достигнутом. Предлагаем по средам и субботам организовывать уборку собственной прилегающей территории. Хочу заметить, что уборка нуждается не только городская, но и придомовая территория. Поэтому наиболее рационально будет объявить уборку по средам по месту работы, а в субботу по месту жительства. Коллеги, я что прошу? Значит, мнение, что нужно средники, там, субботники заканчивать, двухмесячник закончился, как говорили, значит, не так давно, многочисленные бродят бурящиеся, значит, это надо дело продолжить. Я что прошу? Значит, касаемо среды. Логика очень простая. Там, где мы трудимся, по месту работы, там мы и продолжаем. Условно говоря, если это на мойке на оке работает, свои цветочки сажает, мусор убирает, я на полном серьезе говорю, значит, вышли перчатки, одели бычки, собрали, все остальное, тем более их становится меньше. Например, мое личное впечатление, что мусора стало меньше намного, Александр Сергеевич говорит, что и несанкционированных слов по объему стало меньше, но люди стали больше пользоваться нашими контейнерными площадками. Наших операторов, перевозчиков очень сильно возмущает, потому что это неоплачиваемость. Поэтому в этой части будем работать отдельно, по частному сектору отдельно. Коллеги, вот просто из раздела задуматься, в зеленом доле сколько частного сектора все представляете? На весь зеленый дол 20 договоров вывоза мусора. И вся история. А где он остальной? Цена вопрос 35 рублей за, значит, одного человека. Там же их у нас около 2000 человек только живет. То есть никто из них не платит за то, что он принес мусор на контейнерную площадку. А куда мы его повезем? Мы говорим о раздельном сборе сейчас мусора, да, о сжигании там мусора. А культура-то какая? 20 домов имеют договор. Поэтому, безусловно, значит, мы планируем в этом плане административные меры, достаточно жесткие. Отсутствие такого договора – это административное правонарушение. И в этой части работу будем усиливать. Поэтому я прошу каждого абсолютно здесь присутствующего самому, своим примером и коллективами. В среду все выходим дружненько и продолжаем эту работу. Администрация будет это делать на воду. Ножницами косят траву, если нужно, руками собирая каждый бычок. Весь вот этот парк. Работа непочатый край. И меньше не становится. Но будет чище. Зеленодольцев ожидают конкурсы на лучший цветущий двор, балкон, лучшую школьную территорию и объект бизнеса. О том, какие мероприятия запланированы этим летом для реализации проекта «Город миллиона цветов», рассказала Наталья Ячанова. В основе организации пространства лежит система линий зон особой экологической ответственности, носящей название «Природно-экологический каркас». От функционирования природно-экологического каркаса зависит способность территории поддерживать свое экологическое равновесие. В городах на фоне природного формируется каркас, созданный человеческим обществом. Процесс урбанизации неизбежно оказывает негативное воздействие на природу, которая теряет свою целостность. Ослабить антропогенное воздействие, установить компромисс между экономическим и природным помогает созданию экологического каркаса территории. В старой части города мы имеем достаточно крупные экологические ядра. Рекреационные массивы – это зона от озера до УВД.
Зона больничного городка. Наверное, я бы отметила улицу Хазеева. Но, к сожалению, зеленые коридоры, которые должны соединять экологические ядра с внешним зеленым кольцом, к сожалению, разорваны. Происходит это в результате объединения и деградирования зеленой городской массы. Это активное строительство, сумасшедшая автомобилизация. Нам досталось наследие талантливого озеленителя Екатерины Ашаевой. Аллеи из каштанов, полновидные обычные туи, улицы Ленина, голубые ели. К сожалению, в настоящее время происходит масштабная санация зеленой массы, объединение биологического разнообразия. Одним из направлений в исполнении утраченных зеленых коридоров, в исполнении декоративного и эстетичного фактора улиц выбрана реализация концепции озеленения города Зеленодольска, города миллиона цветов. В данный проект вовлечены практически все городские сферы. Это промышленность, жилая сфера, образование, соцсфера, малый и средний бизнес. Поскольку окружающая среда и экология города создают условия для естественного возобновления основных элементов насаждений, а уж тем более, если мы хотим иметь что-то более декоративное, с прошлого года мы начали активные линейные посадки на улицах города. Из материалов закрытой корневой системы, приведенных из питомников. Вот мы видим Каштановую аллею, улицу Татарстан-Мацави. А самое главное сейчас все-таки задача городского зеленого хозяйства, ну и моя, соответственно, департамента ЖКХ, это сохранить те насаждения, те посадки, которые мы за последние 2 года в достаточно большом количестве сохранили. Потому что года 2 за деревьями и кустарниками очень нужно бдительное, пристальное внимание. Ну, как ребенку нужно дать старт, когда корневая уже достаточно укоренится, далее уже можно отпускать, как говорится, в свободную жизнь. Что касается реальных проектов этого года. Реконструкция площади, будет произведена реконструкция зеленых насаждений площади Дружбы народов. Оформление газона по улице Ленина, дом 38, торцевая часть. Парк «Авангард» где-то в августе месяце будет озеленяться в рамках контракта, будет разработан дендроплан. То есть это реальный проект, который будет реализован в этом году. Благоустройство улицы Столичная. Мы планируем его провести в осенний период в рамках дня посадки леса. Будем делить территорию по предприятиям, давать зоны и масштабно всеми силами озеленять улицу Столичную, потому что денежных средств у нее нет, но улицу приводить в порядок нужно, необходимо, поэтому всем нормам будем стараться. В поселке Васильево впервые стартовал конкурс «Цвети Васильева». Желающие участвовать в нем уже есть. Подробнее об условиях конкурса рассказала редактор «Народной газеты» Васильева Рима Бабаева. Если Зеленодольск – город миллиона цветов, то Васильево, как минимум, поселок миллион возможностей. В подтверждение этому наш цветочный конкурс, который захватил сегодня многих васильевцев. В этом году мы отмечаем юбилей поселка, 325 лет со дня основания. Этому событию мы посвятили наш конкурс «Цвети Васильева». Проводит его Народная газета Васильева при поддержке исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. В феврале на сходе граждан мы объявили о намерении провести конкурс. 1 мая дали ему старт и с 1 июня начали принимать заявки. Цель конкурса – вовлечь жителей в благоустройство и озеленение поселка. Никаких ограничений для полета фантазии. Оригинальные идеи приветствуются. Главные требования – цветники должны быть общедоступны и обозримы с улиц, открывая свою красоту для всех прохожих. Авторы наиболее впечатляющих работ получат солидные призы. Мы пригласили к участию всех васильевцев, жителей частного сектора и многоквартирных домов, сотрудников предприятий и организаций, бюджетных учреждений и частных и индивидуальных предпринимателей. Заявки на участие принимаются до 1 августа. Затем свою работу начнет экспертная комиссия и определит победителей. Награждение состоится на праздновании Дня поселка. Для участия в конкурсе нужно подать заявку, обязательно приложив фотографии всех этапов работы. После этого конкурсанты становятся героями публикации в Народной газете и на нашем сайте. Надо отметить, что подобный конкурс в Васильево проводится впервые и стал одной из самых обсуждаемых тем в поселке. Отмечу, что призовой фонд
конкурса 300 тысяч рублей. В номинации «Лучший цветущий двор» многоквартирные самые грандиозные подарки в их дворах установят элементы детских площадок. Победителям за лучшее цветочное оформление предприятий и бюджетных организаций будут подарены малые архитектурные формы для клумб. Хотя конкурс стартовал пару недель назад, нам уже поступило около 15 заявок, и это только начало. Потому что во многих васильевских дворах у предприятий и организаций поселка мы видим клумбы с цветами и оригинальные цветочные композиции. Васильево расцветает, это факт, и самая большая победа. В сельских поселениях конкурс газеты «Ишелузен» проводится уже не первый год и набирает обороты. В этом году сельчане могут участвовать в очередном конкурсе «Самый лучший цветущий двор». В предыдущие летние сезоны отличились жители малых и больших Шердан. О том, как из года в год повышается активность сельчан, рассказал Раис Каримов. Как показывает опыт, любое новое начинание поселения сначала принимается на штыке. Так было и с контейнерными площадками, и с очищением улиц от травы и мусора. Я еще помню, как ходили, уговаривали, угрожали штрафами, чтобы убирались около домов, около огородов. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. В основном все косят траву, убирают мусор. И приятно ходить по улицам. Люди понимают, что они это делают не для главы поселения, а чтобы самим было приятно. Но нельзя сказать, что эта проблема 100% решена. Александр Вячеславович отметить, это основную проблему создают те дома и домики, которые вообще редко приезжают или по 10 лет не приезжают. И никаким законом к ним не подступишься. А вы пробовали? Пробовали. Я никаким законом это неправда. Вот у нас прокурор. Олицетворение закона. Он нам очень быстро подскажет методы действенные. И они есть. Я вас сейчас оставлю после этого мероприятия. Доходчиво постараюсь без нецензурных этих. И прокурора попрошу тоже остаться. Масса нормативных актов, коллеги, мы вас научим, значит, чтобы вы применяли эти меры воздействия. Не хотят, не доходит. Речь идет действительно о том, что есть стандарт даже покоса травы. Порядок начинается с улиц, правильно? Вот в частном секторе. Мы до чего дошли? 20 домов в зеленом доле платят за мусор. Можно на все смотреть, а потом из оврагов Лобачев будет выгребать тоннами мусор. Ну, проходили все это. Поэтому, значит, Александр, не жалуйтесь, что нет закона. Закона вот так. Вы применяете его просто не. А мы вас научим. Применим. Деле содержание чистоты не только свой дом, улицу, но и придомовую территорию в идеальном порядке. Массу в огонь подлили в хорошем смысле этого слова инициатива редакции «Ишелузен», который каждый год устраивает конкурс на самый лучший двор в весенне-летнем периоде. Несмотря на то, что люди сначала смотрели на это с осторожностью, были желающие выступать в этих конкурсах и были результаты. В 2016 году первое место в этом конкурсе заняла семья Минулиных с села Малой Шерданы. В 2017 году первое место в конкурсе заняла семья Закиров из села Большие Шерданы. И знаете, это вот дало такой толчок поселения, который никаким штрафом не получишь. Когда деревенский человек видит, что у соседа красивый двор, перед двором красиво, он у себя старается сделать так же. Ну, в этом году, в 2018 году, Ишелузен сделал опять хитрый ход. Если в 2017 году условием конкурса была красота внутри двора, то в этом году элементы декора, цветы, клумбы должны находиться перед домом, а не за забором, чтобы цветущий дворик радовал глаз не только хозяев, но и всех жителей поселения. Общаясь с населением, свое поселение всегда радуешься, когда люди подходят и интересуются условиями конкурса, спрашивают, советуются, как это все красиво сделать, или сами дают советы. Я почему-то уверен, что пройдет немного времени, и основное население, все будут участвовать в этих конкурсах, потому что уже вот подсчитали, где-то 47 дворов в этом году хотят в конкурсе участвовать. Ну, это радость, конечно, когда человек не заставляет что-то хорошее делать, а они, наоборот, из них исходят хорошие дела. Принять участие в интересных конкурсах и завоевать приз – такой шанс есть у каждого зеленодольца. Но главное, все участники цветочных конкурсов сделают наш город и район красивее и комфортнее. Наталья Фролова, Эдуард Левочкин, студия «Парацк».